Софичка была в него влюблена. Хотя сама себе в этом не признавалась. Так звучит со сцены спектакль «Софичка», и в нем искандеровская глубина мысли и сила любви. Забываешь, что это репетиция, кажется, что актеры играют при полном зале. Убедительность и эмоциональная наполненность бьют через край. Смотришь и ни в чем не сомневаешься, хочется только сопереживать. Главная героиня завораживает, прямодушная, открытая, честная, а судьба у нее невероятно сложная. Все выпавшие на ее долю испытания отличной драмы до исторических событий даны через ее жизнь, и на этом фоне выглядят еще пронзительнее. Просто процитирую фразу Фазиля Искандера: «Из этой жизни он никогда не уйдет, пока не уйдет память из ее сердца». Человек не умирает, человек остается в сердце, пока есть о нем память любви и есть вообще память о нем. Так что приходите, я думаю, что ваши сердца наполнятся именно любовью, той искренностью, которая описанного Фазиля Искандера. В спектакле задействована почти вся труппа театра. Все роли яркие, будь то драматические, трагикомические или неоднозначные. И у каждого свое неповторимое соло. Роль, я ее ощущаю, что на вырост. Она такая, что я сегодня сыграл, да, вот так, это не значит, что это хорошо, и на этом можно остановиться, что с каждым спектаклем в ней можно расти. Думаю, что после всего сказанного зритель уже как бы заинтересован, и у спектакля будет большая популярность, успех, и он будет очень тепло встречен местными, да, жителями, потому что он попадает, он бьет, он трогает. «Софичка» – очень глубокое произведение. В нем раскрыто множество тем – человечность, нравственность, традиционность, война и мир, храбрость и трусость, верность и предательство. Мир Софички – это мир Чегема и всей Абхазии. Все лучшее, что есть в нашем народе, воплотила главная героиня в себе. Своей основной задачей, когда я начинала работу над этим спектаклем, я видела в том, чтобы никак ни в чем не испортить, не нарушить, не исказить. Главное то, о чем писал Искандер. Поэтому мне хотелось сделать это максимально подробно и точно. Для меня можно так сказать, что Софичка – это воплощение судьбы Абхазии, это ее душа, самое лучшее ее качество, самое лучшее ее воплощение в жизни. Над оформлением спектакля, не покладая рук, работали художники. Декорации, внешний облик героев, свет и звук кропотливо создавались в соответствии с творческим замыслом. Так как это были не фантазийные костюмы, а в них нужно было вложить время, эстетику, чтобы это повлияло на зрителя и дало ему ощущение привычек и образов тех лет. Поэтому для меня это была самая сложная работа в театре. Надеюсь, хоть какую-то часть удалось осуществить, и это принесет энергию спектаклю. Это уже второй спектакль в этом году по прозе Фазиля Искандера. В нем звучит не только русская, но и абхазская речь. По словам директора Русдрама Ираклия Хиндба, спектакль будет понятен абсолютно всем. Каждый зритель найдет в нем то, над чем будет смеяться, плакать и размышлять. Это актуальный спектакль, это живой спектакль. Это спектакль, который говорит, мне кажется, о том, что у нас у всех на душе. Наши переживания о судьбах Родины, наши мысли о времени сегодняшнем, наше сожаление по поводу того, что мы зачастую даже, я бы сказал, беспечно теряем главное, что определяет нас, как абхазов, граждан Абхазии, всех людей, которые живут на этой земле и которые являются воплощением духа этой земли. Этот спектакль, который 5 лет назад был представлен в Абхазии в качестве студенческого спектакля, сегодня обретает вторую жизнь, и я вам хочу сказать, что это абсолютно новый спектакль.
9 и 10 декабря состоятся премьерные показы «Софички». Каждому пришедшему спектакль подарит ощущение сокровенного разговора о том, что волнует именно его. Эсма Гуланзе, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.